Так, в Ухте на помощь врачам местной поликлиники пришли 28 студентов медицинского колледжа. Почти половина из них уже приступила к работе в одном из самых загруженных подразделений колл-центре. Подробности у Виктории Науменко. Студент Ухтинского медколледжа Даниил Смирнов одним из первых приступил к работе оператора колл-центра. Вот уже 3 дня он на посту. Отвечает на звонки заболевших горожан. Знает точно, кого пригласить в поликлинику на прием, а к кому отправить врача. Перед тем, как заступить на дежурство в колл-центре, он, как и его сокурсники, прошел подготовку. Сложность – это найти подход к пациенту, успокоиться, если не в настроении, так сказать, пациент. Были сложные ситуации, но самое главное – это быть спокойным и соблюдать контроль. Выслушать, зафиксировать информацию, подсказать пациенту порядок действий, записать на прием, а иногда даже оказать психологическую поддержку. Все эти задачи ложатся на оператора колл-центра поликлиники. Пик звонков приходится на период с 8 до 9 утра и с 12 до часу дня. Вам нужен больничный лист? Нет, если только на прием пойти. В поликлинику на сегодня. Людям с основой медицинского образования, студентам медколледжа, эту работу осваивать проще, но без подготовки наставников не обойтись. Опытные операторы колл-центра готовы прийти на помощь своим начинающим коллегам в любую минуту. Но даже сейчас, нуждаясь в регулярных подсказках, студенты уже облегчили работу старших коллег. Время сокращается, работают теперь 2 линии, ковидная по всем другим вопросам и признаками ОРВИ. Получается, девушки у нас сейчас сидят на линии студенческой с признаками ОРВИ, что уже сократило намного время ожидания. То есть больным теперь намного легче до нас дозвониться и попасть на прием в ковидный центр. На сегодняшний день в колл-центре Ухтинской поликлиники работает 15 операторов. 10 из них – студенты медколледжа. Начинающие медики задействованы и в других направлениях работы медучреждения. Они помогают при проведении тестирования, при заборе мазков, то есть работают с оформлением направлений, с подготовкой амбулаторных карт. И плюс мы их будем привлекать, и уже обучили несколько человек, для проведения мониторинга пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении дома. И мы их обзваниваем по специальному чек-листу, где прописываются самочувствие пациента. Со временем сферу трудовой деятельности студентов-медиков в поликлинике планируют расширить. К тому же дополнительные рабочие руки нужнее с каждым днем, говорят врачи поликлиники. Кстати, все приступившие к работе студенты медколледжа устроены по трудовому договору и по окончании работы получат официальную заработную плату. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.